Масленица пришла, блины да мед принесла. Под таким названием прошло праздничное мероприятие 17 февраля перед Камрадским домом культуры. Импровизированные подворья народных умельцев с различными вкусными блюдами украсили центр города. Здесь же многие участники празднования готовили блины, демонстрируя всем свой рецепт приготовления. Ими же после угощали гостей. Этот праздник с детства мне знакомый. Всегда дома праздновали его. Я вот готовила целые сутки. У меня вот разные. Вот у меня блины с яблоками. Вот просто блины. А эти с творогом я вот готовила в микроволновке. Они у меня горячие до сих пор. На улице в этот день было довольно прохладно, но любой желающий мог продегустировать блюда, приготовленные подворьем, выпить чаю или свежеприготовленного из горячего вина кайнак-шарап. Hazırlayalım şarap. Bu iz var. Olur. Apelsinden karışık, şekercik. Kaynadı sonra da içici sonra sıcak. Bu kakras bu yoğurtu böyle. Bu bugünkü gün hiç ne içeceğiniz, yiyin ne yiyeceğiniz. Мероприятие было организовано в виде конкурсов. Самый быстрый блиноед, самый толстый блин, самый тонкий блин, самый большой блин, самый красивый и оригинальный блин. Мы знали, что это конкурс. Специально для этого постарались как можно красивее представить наши блюда. Сегодня мы приготовили несколько видов блинов. Традиционные с вареньем, с творогом, с вишней в собственном соку, да и также с грибами. Кроме того, любой желающий мог принять участие в конкурсе частушек, а также в спортивных мероприятиях, организованных при мэрии муниципия Камрад. Примар города поблагодарил участников мероприятия и отметил, что с этого года праздник Масленица будет ежегодно отмечаться в Камрате, что это не просто показ кулинарных изысков умельцев города, но и хорошая возможность увидеться с горожанами и попросить у них прощения. Поэтому сегодня этот праздник, он именно рассчитан на то, что мы его переведем и дальше, и наши дети будут также праздновать и будут прощать друг друга, чтобы их прощали, чтобы Бог нас прощал. Но в первую очередь я прошу прощения как примар, потому что во всех бедах в городе виноват примар. Поэтому я прошу прощения, где мы еще не успели появиться, что мы еще не успели сделать, и что идем новый путь. Жители города с интересом наблюдали за всем происходящим на праздничном мероприятии, подходили к столикам и угощались блюдами, приготовленными участниками праздника, после чего поделились с нами своими впечатлениями о понравившихся моментах. Peynir haftasının yoğurtusu. Bakın даже hava bizi karşı ediyor. Sevinir bu bizim yoğurtuya. Böyle topluluş oldu. Olmadı pek çoktan Gagavuzya'da. Bu topluluş bizi birlediyor. Bu peynir haftasının bitkisi Kumrat'ta pek güzel geçer. Pek beğendim. Nice kadınca oynadı. Nice Polaki Bucaka oynadılar ve aklıma getiririm ki o ileriki vakitler biz küçükken atlardık. Bullinga'dan da derdik Март içeri, pireler dışarı. Честно говоря, с детства не помню, но сейчас вот замужем за Гагауза, и мы приходим к родителям, садимся за стол, общаемся, празднуем Масленицу и в конце прощаем. Родители нас прощают за то, что мы такие дети немножко неблагодарные. Peynir haftasında insan toplanır, gelirler birbirine, prost oluyorlar.
günahlan, belki yanıldım da laf söyledim, belki azarladım, belki seni azarladım. Кульминацией мероприятия стало сжигание масленичного чучела. Хотя в гагаузских традициях чучела сжигания нет. Скорее всего, это русская традиция. Гагаузы же в этот вечер прыгают через костер, сжигая не чучело, а заранее приготовленные дрова. Через костер должны были обязательно перепрыгнуть все члены семьи. Детей проносили над костром на руках. На более высоких возвышенностях молодежь разжигала большие общественные костры, перепрыгивание через которые сопровождалось криками «Март и Чири, Пюреля дешары», что означало «Весна в дом, блохи на улицу». Ben tutarım aklımda. Önce bizde analar, babalar da kaldı öyle bize. Biz uşaktık. Onlar da ateş yakardılar. Her bir evin yanında ileriki neside. Yanardı her bir evin yanında ateş. Şimdi diyadlardan, bablardan aşağı kaldı. O tebu ateşik, o prost eder hepsini. Biliyorsun öyle analarımız anladılar. Yani günahlarımız için olsunmuş. Yumurtacık pişirerdik. De pişiririz, veririz birer mumcağızla. Komşulara, uşaklar toplaşıyor, hepsici. Согласно народному поверью, масленичные костры отгоняют нечистую силу, предотвращают появление чесотки у лошадей и предохраняют летом людей от блох. Таким образом, в основе масленичных обрядовых огней лежит очистительно-предохранительная функция.